Добрый день, меня зовут Лимонов Сергей Сергеевич, я государственный инспектор управления Роскомнадзора по Республике Коми. И мы продолжаем серию открытых уроков с Роскомнадзором. Сегодняшний урок я буду вести не один. Помогать мне будет Георгий Антонов. Гоша, здравствуй. Спасибо. Всем привет! По названию уже несложно понять, чем занимается Роскомнадзор. На самом деле у инспектора Роскомнадзора очень обширная сфера деятельности. Гоша, а как ты думаешь, чем же занимается инспектор Роскомнадзора? Он рассматривает жалобы, ходит на проверки, ведет реестр операторов, а также ведет реестр блокировки сайтов. Правильно. Но сегодня мы поговорим о наиболее важной и социально значимой функции нашей службы. Это защита персональных данных человека. Также мы затронем вопросы, связанные с информационной безопасностью. А теперь давай с тобой обсудим, а что же такое персональные данные и какие виды персональных данных существуют. Существуют такие виды персональных данных, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, Номер телефона, адрес электронной почты. да, фотография, возраст, место Правильно. учебы. А еще есть цифровые персональные данные. Это серийный номер паспорта, СНИЛС, ИНН, номер банковского счета, а также номер банковской карты. Хорошо. Также существует специальная категория персональных данных. Это расовая или национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные и философские убеждения, ну и состояние здоровья. Есть и биометрические персональные данные. К таким данным относятся отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки глаза, не изменяется с рождения. Рисунок сетчатки глаза, рисунок кровеносных сосудов глазного дна может изменяться с возрастом. Слепок голоса, код ДНК, термограмма лица. Используются специальные камеры инфракрасного диапазона. Геометрия лица. Построение трехмерной модели человеческого лица – это контур глаз, бровей и носа. Ну а теперь подытожим. Персональные данные представляют собой информацию о конкретном человеке. Информация, которая размещена на твоей страничке в социальной сети. Информация, которую показывают о тебе смарт-часы. Что написано в твоей медицинской карте? Что ты указал о себе в мобильных приложениях? Какой способ разблокировки установлен на твоем телефоне? По прикосновению пальца, а может быть распознавание лица. Это и есть ваши персональные данные. Скажи, Гоша, а ты являешься пользователем социальных сетей? Конечно. А расскажи нам, для чего нужны социальные сети и мессенджеры? Я общаюсь в них с друзьями, обсуждаю интересные темы, смотрю познавательный и развлекательный контент, играю в игры, а также слушаю музыку. Хорошо, тогда давай обсудим с тобой, какой объем персональных данных необходимо указывать в социальных сетях или просто в аккаунтах, а какую не стоит, а какую даже запрещено. Внимание на экран. Гоша, выбирай. Можно разместить реальную фотографию, фамилию и имя, свои интересы, предпочтения, город проживания, пол. Не рекомендуется размещать отчество, девичью фамилию, полную дату рождения. При этом возрастную категорию указывать можно. Место рождения, социальный статус, учебное заведение или место работы, кто родственники и ссылку на них по родственным связям. Указать их персональные данные. Нежелательно бездумно указывать геолокацию или устанавливать геотеги. Категорически запрещено размещать паспортные данные, номер телефона, адрес места жительства, копии документов, компрометирующие фото и видеоизображения. Предлагаю посмотреть нашу рубрику «Ничего личного». В нашей рубрике мы будем рассказывать, как защитить свои персональные данные. И я буду вести ее не один. Я представляю своего юного соведущего, эксперта в области персональных данных Никиту Степанова. Никита, здравствуй. Здравствуй. Никит, мы сегодня с тобой пообсуждаем интересную тему – геоданные. Тебе что-то известно? Да, это функция на фотокамере. Она указывает твое местоположение, когда ты делаешь где-либо фотографию. Совершенно верно. Вообще геотегинг и геотег – земля в переводе с греческого и ярлык бирка.
Геоданные. Эта информация, как правило, состоит из координат широты и долготы. В некоторых случаях может еще использоваться и высота. То есть ты понимаешь, что это такое. На фотографиях присутствуют в том числе геоданные. Я этим часто пользуюсь. Когда я гуляю с друзьями или нахожусь где-то на отдыхе, я делаю фото, и потом я могу вспоминать, где я был, или даже хвастаться, что я был на том месте, а другие нет. А о пользе геоданных ты сказал, что это определение точного местоположения, похвастаться можешь перед друзьями. Скажи, пожалуйста, а возможно вред данной информации? Да, конечно. Если ты приехал, допустим, на отдых, сделал первую фотографию и сразу же выложил ее в интернет, люди могут узнать, что ты находишься не у себя дома. То есть ты уехал на отдых с родителями и опубликовал свою фотографию. Мошенники могут воспользоваться этим и, допустим, обокрасть твою квартиру или еще что-нибудь хуже. Чтобы этого избежать, не надо сразу же с отдыха выкладывать фото. Если тебе очень То есть хочется... обдуманно пользоваться Да. геоданными. Хочется похвастаться, но в определенных пределах. Если тебе хочется все-таки выложить фотографию, делай ее на менее известном месте. То есть не рядом с Эйфелевой башней или рядом с морем. И отключи геотегинг, когда ты ее сделаешь. Также по приезде на место выключай геоданные, чтобы никто не мог определить твое местоположение. То есть функцию телефона ты отключаешь. Да. Совершенно верно. Но фотографиями, если даже захочется поделиться, то опубликуй у себя на страничке без геоданных. Выражение слышал «береги честь с молоду». Конечно, слышал. Я читал «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. Повесть так и начинается с эпиграфа «Береги честь с молоду». Хорошо, а как ты понимаешь это? Это означает, что нужно делать и поступать так, чтобы в будущем за свои поступки не было стыдно, чтобы никто ничего плохого не мог сказать о тебе, иначе впоследствии это может аукнуться. Несмотря на то, что с момента создания этого произведения нашим великим классикам русской литературы прошло более века, данное высказывание, а если быть точнее, пословица, она, кстати, звучит так: «Береги платье с нову, а честь с молоду», и является до сих пор актуальной. Давай поговорим о цифровом следе или цифровом имидже в сети интернет. Цифровые следы – это портрет, состоящий из ваших фото, видео, высказываний, публикаций. Запятнанный цифровой след может серьезно сказаться на отношениях с людьми, в карьере, в планах на будущее. Все, что человек размещает о себе в интернете, например, анкетные данные, сообщения, фото, видео, статусы – это его цифровые следы. Ваши цифровые следы могут копировать, сохранять, передавать, распространять другие пользователи, иногда даже не догадываясь об этом. При этом создается цифровая тень вашего цифрового следа. Цифровые следы и их цифровые тени могут формировать ваше цифровое наследие. Которые будут иметь значение в будущем, в ближнем или же в далеком. Верно, Гоша. Но ни для кого не секрет, что перед тем, как принять сотрудника на работу, работодатель изучает его личные страницы в социальных сетях. И не только ведь работодатель, но и новые знакомые, друзья, девушка тоже внимательно просматривают странички социальных сетей. Нецензурная лексика, агрессивные или нелицеприятные высказывания, грамматические ошибки, откровенные фото или видео, негативная информация об одноклассниках или о месте их учебы может сыграть с вами злую шутку, даже если в реальной жизни вы совершенно не такой. А иногда необдуманное поведение в интернете может стать причиной потери друзей. А ведь бывали случаи, когда ребята становились объектами насмешек и порицания учителей и родителей за фотографии с алкогольными напитками, демонстрации непристойных жестов и использование нецензурной лексики, а также уголовного преследования за распространение запрещенной информации. Так как же не испортить свою цифровую репутацию? Гоша, прежде чем выложить, лайкнуть, запостить, перепостить впечатлившую тебя информацию, подумай, сможешь ли ты это сказать человеку в реальном общении или в присутствии знакомых тебе людей или близких. Если у тебя возникают сомнения, то лучше этого не делать. Опубликовывая ваш личный контент, например, фото, видео, комментарии к постам, подумайте, а для чего вы это делаете и для кого. С кем вы готовы разделить личную для вас информацию, а кому лучше не стоит ее показывать. Опубликованный вами контент может быть скопирован или сохранен неограниченным кругом лиц неограниченное количество раз. Поэтому, даже если вы удаляете данный контент, он может всплыть в будущем.
В настоящее время законом предусмотрено право на забвение, а именно право удалить из поисковых систем информацию о себе, которая является незаконной, недостоверной или неактуальной. Однако этот процесс достаточно трудоемкий и долгий. Более того, удаление из поисковиков не означает удаление со всех возможных ресурсов и носителей информации. А главное, из памяти окружающих. Цифровая репутация может спровоцировать виртуальную агрессию в отношении человека со стороны недоброжелателей. Такие последствия возможны. Нередко встречаются ситуации травли детей в интернете. Это явление называется кибербуллинг. Кибербуллинг – это психологическое насилие, оскорбление и угрозы, унижение чести и достоинства, пренебрежительное поведение, запугивание, хулиганство, травля при общении в сети интернет, социальное бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов, а также с помощью мобильных телефонов. Гоша, как ты думаешь, какие бывают способы борьбы с виртуальными хулиганами? Ну, во-первых, надо грамотно управлять своей киберрепутацией. Также необходимо уметь пользоваться настройками приватности, чтобы вовремя отправить обидчиков в черный список. Сейчас в социальных сетях есть возможность блокировки отправки сообщений с определенных адресов. Хорошо. Кроме того, не стоит сразу бросаться в бой. Игнорирование агрессора зачастую является лучшей линией защиты. Лишившись мотивации, обидчик, скорее всего, успокоится. Ведите себя вежливо, не грубите в ответ, поскольку с интернет-хулиганами это не действует. Если отвечать оскорблениями на оскорбления, можно еще больше